İşte dostlar, mультфильмimiz endi bitti ve mультфильмден sonra adetlerimizge koyuyoruz. Safarımız stüdyamızda buluna. Programımızın başında men sizge aytkan edim. Bugün biz meraklı bir kitap hakkında söz yürüteceğiz ve bu kitap er bir kırmızılarının kitap dolaplarında olmağa lazımdır aytkan edim. İşte bu kitap. Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар. Том 1 Бахчисарай şehri hakkında ve Бахчисарай şehrinin etrafında olgan mimarcılık abideler, medeniyet ve tarihi abideler hakkında biz bugün laf yürüteceğiz ve bu güzel kitap hakkında. Kimle laf yürüteceğiz Fatime? Elbette ki bu kitabın müelliflerinden biri bizim stüdyamızda sayılı vatandaşlar tanış olunuz. Emil Beysidaliyev, Kırım Mühendis ve Pedagogika Üniversitesi'nin tarih kafedrasının müdürü, Şagabudin Marjani adındaki Tarih İnstitutu'nun ulken ilmi hadimi. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Sabah şerifiniz hayırlı olsun Emil Bey. Sağ olun, çok sağ olun. Эмиль Бей, наш традиционный вопрос, который мы задаем абсолютно всем гостям. Как начинается ваше утро как ученого? Отличается ли оно от утра обычного рядового человека? Вдохновляет ли вас утро на какие-то открытия, на какие-то научные работы? Спасибо за вопрос. Утро ученого, утро обычного человека. На самом деле, наверное, ничем не отличается. Точно так же с трудом встаю, пью кофе, и вообще у меня график строится таким образом, что дневная работа – это практически работа большей частью административная и преподавательская в университете, а научная работа, она сейчас сосредоточена во второй половине дня, в вечернее время, и даже в ночное, потому что иногда ночью работается лучше. Поэтому утро обычно попозже и сложнее, конечно, чем может быть, у других людей, которые привыкли рано вставать. Çok sağ olun. Эмиль Бей, недавно весь Крым всполохнула новость о издании новой книги, которая посвящена памятникам истории, архитектуры и культуры крымских татар. Я думаю, что за последние несколько недель эта книга стала одной из самых интересных книг, из самых востребованных книг на полуострове. Первый том посвящен Бахчисараю. Как это было, как писалась эта книга, кто авторы и почему возникла идея написания этой книги? Идея вообще создания такого сборника, свода, который бы объединил все памятники истории и культуры, архитектуры, археологии, связанных с крымскими татарами, она, в принципе, давно витала, да, но реализация ее и толчок к реализации, это была действительно инициатива Института истории Академии наук Республики Татарстан. Было в Татарстане подписано соответствующее постановление президента, не касательно именно свода, да, а касательно в целом таких исторических, общеисторических исследований. Ну и в рамках этого было решено такой свод подготовить. В этом плане большой вклад, конечно, директора института Рафаэля Сибатовича Хакимова, его заместителя Ради Каримовича Салихова, ну и, конечно, наших местных ученых. Это Эльдара Халиловича Седометова, который руководит Крымским научным центром. Это бахчисарайского такого ученого, скажем, краеведа Шукриага Ситумерова. Ну и, конечно, такая книга не рождается, да, буквально за несколько дней, даже месяцев. Естественно, что это плод таких достаточно долгих, плодотворных, таких тяжелых исследовательских будней, да, скажем так, в результате которого, собственно, и рождается такая книга. Где бралась информация вся эта? Мы, как уже сказали, в каких-то научных работах, да, люди вносили каждый свою лепту, соавторы, комментаторы, каждый вносил свою лепту в написание свода. Но самые большие комментарии, они брались из каких-то путешествий, либо откуда? Тут дело в том, что, с одной стороны, конечно, в этом своде
первую очередь основным источником являются сами памятники, да, которые в Бахчисарае достаточно много сохранилось. В этом плане Бахчисарай выгодно отличается от других крымских городов, потому что его старая часть, она как бы такая закапсулированная во времени, да, и поэтому эти памятники в лучшей сохранности кое-где, чем в других городах и регионах. И поэтому в первую очередь они, да, их сам по себе вид, их само наличие. Потом, конечно, наши авторы активно работали в архивах. То есть архивные источники, вот, например, если мы возьмем, мы откроем, да, любую статью, здесь обязательно, кроме общих публикаций по данной теме, есть обязательные архивные источники. Вот. И я знаю, что, например, вот Шукрия Гасит-Умеров, Люис Эдемович Османов, Эльмира Базерна Булаева, которые в числе авторов, да, Алексей Волошнов, они, конечно, пользовались архивными материалами. Кроме того, использовались археологические материалы. То есть результаты многолетних археологических раскопок на территории Бахчисарая, которые проводились, начиная с начала 20 века и заканчивая буквально последними годами. Да, тот же, например, Алексей Волошнов, он археолог, он очень много знает именно об археологической составляющей. Вот, и поэтому источники совершенно разноплановые и совершенно разные. И, конечно, да, вот, ну, вот, например, ГАРК, Государственный архив Республики Крым, то есть данные оттуда привлекались. То есть все это дело не надуманное, не придуманное ни в коем случае. Да? Фотографии, которые брались не только в архиве, да, есть вот современное состояние объекта, есть объект на момент 20-х годов 20 века, или более ранние, или там, более поздние. Фотографии брались также и у местных жителей, да, либо у старожилов, либо у тех, кто жил когда-то в Бахчисарае, и у них в семейном архиве сохранились там какие-то изображения, связанные с Бахчисараем. Привлекались как-то студенты к этой работе? Возможно, где-то мы знаем, что вы уже не первый год выезжаете на раскопки, также со своими студентами. Какие-то их открытия были, возможно, где-то использованы, либо их помощь в этой книге? Ну, в первую очередь, конечно, да, археологические раскопки, и там студенты активно участвуют. У нас каждый год практика. Да, мы действительно копали в Бахчисарае, это раскопки в исторической части в Солочаке, в Староселье, и, конечно, раскопки на памятнике Эскидюрбе, то есть мавзолей Эскидюрбе. И, конечно, материалы этих раскопок тоже авторами привлекались. Это раскопки наши совместно с Бахчисарайским заповедником, тем более, что здесь не только Институт истории, да, представлен, но и Бахчисарайский заповедник как бы принимал участие, его сотрудники в подготовке этого свода. Ну и студенты, конечно, да, помогали нам по мере своих возможностей. Вот, студенческие работы, лепту, да, да, конечно. То есть, тут тоже фотографии, например, делали студенты, мы им благодарны за это. Ну и прочие такие вот чисто технические, подчас, но очень важные такие вот части работы. Эмильбей, вы в предыдущем вопросе, когда отвечали, говорили о Бахчисарае и о том, что Бахчисарай, он лучше всех других городов сохранил в себе эти особенности архитектуры и так далее. Именно это повлияло на то, что первый том посвящен Бахчисараю, либо что-то другое? Ну, во-первых, да, именно это. Во-вторых, все-таки Бахчисарай – это первая столица. Ну, не первая, скажем так, но одна из важнейших, да, долгое время бывших городов, так и столицей Крымского ханства. Ну, по сути, и последняя столица, да. Это повлияло. Ну и, конечно, то, что по Бахчисараю материал был по большей части готов. И нам оставалось его только доработать и привести вот такое вот состояние, чтобы можно было опубликовать. Сколько времени понадобилось на поиски материала, а вот на то, чтобы все это собрать вместе и опубликовать этот свод? Ну, вот для того, чтобы собрать уже и довести до ума, опубликовать, ну, в районе года понадобилось на этот том. Вот, конечно, он первый, поэтому, возможно, работать было немножко сложнее, это было для нас новое. Да, те же наши казанские коллеги такой свод сделали еще в 90-е годы. Вот, у них этот свод уже был опубликован по Республике Татарстан. А вот для нас такая работа впервые, поэтому, возможно, мы вот год и провозили с этим материалом. Думаю, что дальше работа будет легче и быстрее мы будем их... Вы сказали, работа дальше будет легче, то есть планируется, уже ведется работа над созданием второго тома, правильно? Да, второй том будет тоже в скором времени, я думаю, готов. Вот там немножко сложнее в том плане, что не все материалы есть. Вот. Сейчас работа ведется над несколькими городами и районами, в частности, это по Симферополю, конечно же,
Это по Старому Крыму, Столха, тут как раз по первой столице Крымского ханства, и по Бахчисарайскому району. То есть здесь город, да, дальше пойдет район. Мы не знаем, какой еще будет точно второй том, но вот по какому быстрее завершим работу, то, вероятно, и войдет в очередной выпуск. Но тут вопрос в том, что каждый город индивидуален, да, если там в Симферополе практически не сохранилось средневековых памятников, ну, кроме мечети нашей, поэтому там своя специфика. Здесь пойдут памятники уже эпохи Российской империи, связанные с крымскими татарами. По Бахчисарайскому району там разбросанность памятников тоже играет свою роль, там придется ездить очень много по поселкам. В Старом Крыму более ранние, наоборот, памятники эпохи Золотой Орды, да, и раннего Крымского ханства лучше сохранились. Поэтому там своя специфика. Но вот будем работать, смотреть, что из этого получится. И хотелось бы еще узнать по поводу экспедиций. Мы знаем, что каждый год проходят научные археологические экспедиции. В этом году проходила в Старом Крыму. Есть ли уже какие-либо результаты? Вы уже изучили найденные материалы? Что было интересного найдено в этом году? Ну, что хочется отметить. Да, материалы были достаточно интересны в этом году. Мы в некотором роде проводили плановые исследования на одном из объектов Старого Крыма. Это Кинаса, либо синагога, пока еще не знаем точно, что это именно, но вот работы второй год ведутся там, и достаточно неплохие результаты есть, там по планировке ее, по каких-то по технологии строительства. Вот будем там еще разбираться достаточно много. И второй участок у нас был, и он связан в целом с топографией города. Мы изучаем город, как он развивался, да, где какие районы были. И мы там дальше была прокладка водопровода. Мы обнаружили в срезе траншеи водопроводной несколько участков культурного слоя и решили их доследовать. Вот. И там действительно очень хорошие результаты. Там, возможно, какой-то ремесленный центр, либо хозяйственный просто центр, много хозяйственных ям, очень большой зольник был исследован, очень много материала. Часть, в основном это посуда, конечно, ее склеилась, то есть получились целые формы, которые, возможно, будет увидеть на ближайших каких-то выставках. Вот монетный материал, то есть, ну, материала очень много. То есть мы имеем дело как бы вот со временем функционирования города, там от XIV века, грубо говоря, да, и до достаточно позднего времени уже эпохи Крымского ханства, 17-18 века. Сметался, когда будет писаться свод о истории Старого Крыма, о памятниках, архитектуры, будут ли все эти научные работы, все эти научные открытия Кирсетельген внесены в этот свод? Да, несомненно, мы будем использовать все археологические наработки, тем более, что на территории городища с 1978 года работает экспедиция Государственного Эрмитажа, и, конечно, мы Государственный Эрмитаж привлечем в лице сменного руководителя археологической экспедиции в Старом Крыму Марка Григорьевича Крамаровского. Вот мы с ним уже был предварительный разговор, он нам окажет помощь обязательно, поучаствует в разработке свода по Старому Крыму. И, конечно, результаты его многолетних исследований тоже лягут, по сути, в основу этого тома. Чохсаунс Эмильбей, хотелось бы вот по поводу распространения этой книги. Ее прочитают, увидят только в Крыму, либо планируется на материковую часть России, возможно, коллегам с Казани. Да, естественно, вот коллеги... И дополню, Багаш Ларсенс, и где в Крыму можно их найти, эту книгу? Так, ну, значит, коллегам из Казани, конечно, так как она издавалась все-таки в Крыму, да, и в основном авторы крымские. Коллегам из Казани мы, конечно, передали часть тиража, вот, то есть она идет на материковую часть России. Свод этот будет рассылаться, в том числе и по библиотекам, и по крымским, и по российским. Я думаю, что он через какое-то время появится в электронном виде в сети интернет, он будет вывешен на сайте либо нашего центра, либо Института истории имени Марджани. То есть любой, в принципе, желающий сможет с ним ознакомиться. И в печатном виде, ну, это, наверное, надо обращаться к нам в Крымский научный центр. Вот, и там, я думаю, мы поможем с получением этой книжки. Чохсаунс. Эмильбей, за интересные беседы время прошло почти незаметно, и, к сожалению, время уже заканчивается на нашу беседу. И хотелось бы еще один наш традиционный вопрос, ну, скорее просьба. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
может посоветовать какие-либо советы, что-либо посоветовать, и в основном вот пожелания. Что бы вы хотели сказать? Ну, что бы я хотел сказать? Наверное, как вот историк, археолог, как человек, который болеет за все наши памятники, да, ратует за их сохранение, я хочу обратиться к нашим телезрителям, попросить их действительно бережно относиться к памятникам истории, архитектуры и культуры нашего народа и в целом, наверное, всех народов Крыма, поскольку это наша история, и вы все знаете, что если есть история, то есть и будущее. Да, если есть прошлое, то всегда есть будущее. Если мы опираемся на это прошлое, то будущее нам строить легче. Поэтому я прошу беречь эти памятники, сохранять их, изучать. Если нужны какие-то консультации, то обращайтесь, собственно, на кафедру истории КИПУ, обращайтесь в Крымский научный центр Института истории имени Марджани. Я думаю, что мы всегда поможем. Ну и вот такое вот пожелание, наверное. Чох сау. Çok sağ olun Эмиль Бей, что пришли в нашу студию. Всегда рада видеть вас у нас в гостях. Sağ olun за вклад, который вы делаете в развитие нашей истории и культуры. Çok sağ olun. Sağ olun Çok sağ sizlere. olun. İşte dostlar, biz ise devam ettik. Ve nefbeteki güzel rubrika ahanda sizge tarif etmeyeceğimiz çünkü siz şimdi her şeyini özünüz bileceksiniz.